прошу прощения, конечно, но в наше время баскетбол был в каждой школе, в каждом техникуме, в каждом высшем учебном заведении. И мы играли в баскетбол. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И генеральный директор баскетбольного клуба «Динамо Грозный» Артур Обзоров. И главный тренер баскетбольного клуба «Динамо Грозный» Денис Кузьминов. Команда «Динамо Грозный» играет в высшей лиге. Согласитесь, это дорого стоит. Добрый вечер. Маршал Артур. Мы рады приветствовать вас в нашей студии, в программе «Актуальная тема». И сразу перейдем к нашему разговору. Не будем вас задерживать. Я знаю, что вы только что приехали с игр, уставшие. И мой первый вопрос. Баскетбольный клуб «Динамо Грозный» был создан, насколько я знаю, 18 июля 2022 года. Я прав? Абсолютно. И что говорит этот небольшой срок, что успели за этот год, что сделано, что надо сделать, что успели? Вот такой первый вопрос. Прошу, кто? Ну, на этот вопрос, наверное, отвечу я. За минувший игровой сезон, то есть там в баскетболе, как во всех игровых видах спорта, сезоны делятся на два календарных года, то есть 22-23, 23-24. С момента создания клуба клуб принял участие в чемпионате ЮФО СКФО в рамках межрегиональных соревнований по баскетболу, ранее именуемых как Первая лига, в народе так и осталось это наименование. Стал серебряным призером, стал обладателем Кубка ЮФО СКФО, одержал победу в квалификационном турнире команд высшей лиги. И даже успел поучаствовать в плей-офф высшей лиги прошлого сезона. Там такая замудренная система была в прошлом. Это все за этот год? Да, за сезон 22-23, да. Успел поучаствовать, оказал в первой игре очень серьезное сопротивление будущему чемпиону клубу «Барс» РГУ из города Ростов-на-Дону. Вот, мы уступили дома им всего 4 очка, но в Ростове больше, потому что функциональная подготовка была у клубов, соответственно, разная. Вот, и по спортивному принципу завоевал право участия и представления нашего города, нашей республики в высшей лиге чемпионата России по баскетболу в сезоне 23-24 годов. Успешный год, можно сказать? Да, да. Это хорошо. А что на сегодня значит баскетбольный клуб «Динамо Грозный»? Вот такой вопрос. Ну, на сегодня значит, что баскетбол в республике есть. И как бы не просто есть, а есть на профессиональном Баскетбол уровне. в республике есть. Ну, раз есть клуб профессиональный, соответственно, Это есть понятно, баскетбол. но баскетбол в республике есть. Есть клуб. Клуб. Значит, баскетбол будет Ну, большой. мы провели чемпионат республики уже 23-го года, да, это именно в рамках внутреннего развития баскетбола в республике. Это хорошо. Какие на сегодня результаты и проблемные места у клуба, на ваш взгляд? Ну, результаты те, которые я вам озвучил, а задачи, поставленные на новый сезон, это победа в чемпионате высшей лиги и, соответственно, выход в Суперлигу. Проблемных мест нет? Ну, проблемные места, они всегда есть. Проблемное место обозначилось буквально, как мы были на предсезонном турнире, но это, как говорится, обстоятельства непреодолимой силы, именуемые форс-мажорными, когда у нас, как вы знаете, случился ураган, по всем федеральным каналам об этом было объявлено. Ну, это, значит, зацепило и дворец спорта имени Увайса Ахтаева. Там была повреждена крыша, соответственно, и было повреждено покрытие, дорогое паркетное покрытие. И сегодня, на сегодняшний день, как бы мы остались вот, без арены, без места для тренировок. Команда сейчас выезжает в Республику Ингушетия. Наши братья и соседи предоставили нам возможность проводить игровые тренировки у них. Вот, это немножко тяжеловато, но таковы обстоятельства. Но это решаемая проблема. Ну, все, в принципе, можно решить. Вы извините за такие вопросы. И то, что я хочу получить подробные ответы, это чтобы наши телезрители действительно уже понимали, что у нас в республике есть свой баскетбольный клуб.
и которые играют в высшей лиге. И это только начало. И тут у меня тогда другой вопрос. Вот «Динамо» Грозный – молодой клуб. Мы уже об этом говорили. По ходу сезона команда радовала неплохими результатами. Тоже об этом уже говорили. А что дальше? Какова тенденция развития? На что нацелен клуб? Кроме чемпионства. Хотя это на первом месте, я понимаю. Но и все-таки. Если ничего ответить. Ну, почему нацелен на чемпионство высшей лиги? Оно дает право выйти в Суперлигу. То есть самая основная задача – это на следующий сезон нам попасть в Суперлигу. Это совсем другой статус. Там сейчас 16 команд из всей России. Ну, это совсем другой уровень баскетбола. И поэтому одна из целей – выиграть высшую лигу, чтобы попасть через сезон в Суперлигу 1. И представлять уже на довольно-таки высоком уровне Грозный и Республику Чечни в баскетбольном плане. Не почему чемпионство, а на что нацелен клуб, кроме чемпионства, Денис? Чтобы как можно больше зрителей и как можно больше людей в Грозном и во всей республике полюбили баскетбол. Это первоначальная любовь к баскетболу, чтобы были полные трибуны, а для нас это как 13-й игрок в команде. И Зритель? Поэтому, да, зритель. 13-й игрок. Да. Ну, в команде 12, можно заявить, больше, к сожалению, нельзя. Поэтому зрители, полные трибуны, это 13-й игрок всегда. Даже во многих клубах вывешивают майку «Зритель» под номером 13. А это помогает? Когда трибуны... Зритель помогает? 100%. Фанаты есть уже? Я думаю, что есть. Есть? Есть. Фан-клуб есть? Фан-клуб, я думаю, Фан-клуб, так скажем, зарождается вот благодаря вот нескольким фанатам. Нескольким фанатам. Благодаря. Фан-клуб зарождается. Да. Мы в начале пути. Развитие, значит, тоже будет неплохое. И тут тогда такой вопрос. Команда, члены команды, откуда? Костяк коллектива определился? Кто они? Насколько я знаю, по сравнению с прошлым годом, если я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, вы меня поправите, команда обновилась на 90% и поменяла тренерский состав. Или я не прав? Ну, абсолютно правы. Ну, это вопрос, наверное, больше сейчас Прошу, тренеру, потому что он напрямую с командой, с игроками. Это одно Да, я целое. отвечу на этот вопрос. Да, мы поменяли полностью и тренерский штаб, и, естественно, команду, потому что цели, которые руководство перед нами поставило, мы решили, как говорится, поменять полностью почти состав. Один человек только остался с прошлого сезона. Вот. Все ребята опытные, очень много у нас ребят с «Локомотива» Кубани, взяты как молодых, так и опытных. И несколько человек мы взяли из Суперлиги, потому что мы туда нацелены через сезон попасть. Чтобы выполнить эти цели, мы взяли двоих людей, игроков, которые уже участвовали и на хорошем уровне участвовали по Суперлиге 1. И я думаю, что они нам помогут выполнить первоначальную задачу, выиграть чемпионат высшей лиги и перейти на следующий сезон в Суперлигу 1. у нас играют в команде представители, бывшие представители Суперлиги, Да, и они перешли к нам, да, в Грозненскую команду, «Динамо», Конечно. из Суперлиги. да. А почему? Я отвечу. Прошу. Мне интересный вопрос, Ну, просто Суперлига да. и... Во-первых, это авторитет тренера. То Так. есть каждый игрок, он идет под задачи и под тренера. То есть тренер у нас, так скажем, известный, с очень хорошим послужным багажом. Вот. И плюс задачи, которые поставлены. Игрок, который спускается на лигу ниже, он должен в нее вернуться как минимум через год. Или, что, Денис Владимирович, конец карьере. Вот. Поэтому здесь вот на авторитете тренера эти игроки согласились перейти к нам. А местные кандидаты в команду есть или уже игроки есть? Или как этот вопрос прорабатывается Что сейчас? касается насчет вот местных, я опять вернусь, вы задали вопрос ранее, значит, для чего клуб, да, то есть прежде всего все это не имеет смысла, если в основу не закладывается вид спорта как культивация. В данной ситуации именно вот у нас в республике, а это значит, что прежде всего, основная задача клуба, помимо его спортивных достижений непосредственно как клуба,
Его основная задача – это популяризация баскетбола как вида и привлечение именно вот наших детишек, наших малышей к занятиям именно этим видом спорта. Вопрос прорабатывается. Вопрос прорабатывается. И да. это Я хорошо. даже чуть-чуть добавлю, потому Прошу. что если мы выйдем в Суперлигу, а мы, А мы выйдем в безусловно, выйдем, Суперлигу. Да, то там по регламенту должна быть молодежная команда или дюбл, или, то есть это должны быть дети младших возрастов, и это будет еще одна команда в структуре выше клуба, как говорится. И поэтому за этот год мы должны это тоже все проработать, поэтому цели не только выиграть, но и проработать еще систему дополнительной команды младших возрастов. А что тогда думает главный тренер команды про чемпионат? Мы знаем, что команда «Динамо Грозно» выиграла турнир в этом году и заслужила право играть в текущем сезоне высшей лиги. И какие мнения есть у вас по чемпионату? Ну, чемпионат в этом году будет намного сильнее. Все команды усилились многими ребятами новыми. Зная, что идет «Динамо Грозный»? 100%. 100%. Да, о нас уже многие знают, и все понимают, что мы вошли в эту лигу не просто так погулять, как говорится, а пошуметь и Не завоевать. проходной коридор. Мы Нет, пришли. не будет. Проходного коридора не будет, ни одной игры не будет проходной. Мы пришли сюда за победами. Ну, вот. И поэтому чемпионат будет очень интересный, очень много и опытных игроков, и молодых ребят. Поэтому будет очень интересно и очень будет много стыковых игр. Да, всего 7 команд, но играется турнир по 2 игры 2 дня подряд. Поэтому очень важна физическая форма игроков всей команды. Ротация, сколько будет игроков на площадке, замены. Все это надо учитывать. Такой сложный довольно-таки игровой ритм, потому что по два дня подряд это очень нужно распределять функционал команды. Очень это важно. Я вас понимаю. Я понимаю, что нам нужна победа и титул чемпиона. Но и все-таки, какой план на этот сезон? Максимум, минимум? У нас только максимум. Только максимум. Руководство поставило максимальную задачу, ничего другого не обсуждалось даже. Есть цель и задача одна – выиграть высшую лигу. Ничего другого нам... Все довольно просто. Да. Все довольно Есть просто. одна задача, но она максимальная. А вот насколько высока решимость и желание команды победить в этом чемпионате? Ну, решимость стопроцентная. Все ребята заряжены, очень хорошая идет сейчас работа. Хорошо, скажем на так, в тренировочном предварительном этапе победить и выйти в финал чемпионата, в финальную стадию игр. Ну а как мы можем ее проиграть, если мы нацелены на первое место? Здесь вопрос, как говорится, другого не может быть. Здесь не то, что даже первое место. Здесь поставлена задача выигрывать каждую игру. Надо выиграть. Да, Каждую игру. Да. Только победа. Только в каждой победа. игре. Да. А На другого остальное не может мы- быть. Другое это поражение, это уже минус для команды. И мы на это нацелены. Команда это понимает. Команда над этим работает и идет к этой цели. Это хорошо. Кстати говоря, накануне команда «Динамо» находилась в Краснодаре, где принимала участие в предсезонном турнире Кубок Локо. Кто там участвовал? И как участвовали мы? Там участвовало Каков итог? с нами 4 команды. Это из Майкопа «Динамо», из Ставрополя «Южный слон» и молодежная команда «Локомотив Кубани». Провели 3 игры. Все 3 игры мы выиграли, стали первыми, завоевали место. Да, были разные абсолютно по характеру и по сущности игры. Где-то мы легко сыграли, как говорится, обыграли соперников. Где-то, можно сказать так, на ножах, грубо говоря, кость в кость. Но за счет характера, за счет лучшей подготовленности все равно мы выиграли. То есть он очень хороший турнир. Я думаю, что мы на следующий сезон и будем искать такого плана или участвовать же в нем же, в этом же турнире. Потому что очень хороший уровень. Из этих 3 команд наших соперников две команды, это Майкоп и Ставрополь, они участвуют в нашей высшей лиге. То есть мы с ними будем опять же встречаться буквально 21, 22, 23 у нас Кубок России. Предварительная О чем я и хотел спросить. стадия. Мы с ними будем там же встречаться, и там еще одна команда из Москвы будет. На что мы можем рассчитывать в Кубке России?
Но в Кубке России, значит, он состоит как бы из двух частей. Это сейчас будет предварительный этап Так, Кубка России, так. в котором принимают участие все команды высшей лиги и команды любительских лиг. Вот. И в нашей группе, как Денис Владимирович озвучил, значит, две команды. Это «Динамо» МГТУ город Майкоп и «Южный слон» город Ставрополь. Наши непосредственные соперники по чемпионату высшей лиги. И очень интересная команда, баскетбольный клуб «Московский» из города Москва, собранная из бывших профессионалов, там мастера спорта, люди не так давно относительно закончившие карьеру, поигравшие в суперлигах, в лигах ВТБ даже есть такие. Вот, и они достаточно амбициозно, так скажем, нацелены пошуметь в кубке. А у нас задача, в принципе, мы будем смотреть, чтобы выиграть свою группу, вот, но это не ставится основной целью. У нас основные цели поставлены на чемпионат. То есть именно Основные цели. основные Основная цели- цель у нас чемпионат. Чемпионат, да. Но это не значит далеко, что мы там, как говорится, собрались сложить руки. И нет, мы будем биться, мы будем давать бой, будем стараться выиграть свою группу. Вот, Будем биться. Это хорошо. Это хорошо. Денис, вот скажите мне, а почему вы согласились работать здесь, в Грозном, Чеченской Республике? Согласитесь, еще остались некоторые сомнения у некоторых людей в отношении нашей республики. А вы соглашаетесь, чтоб развеять приезжаете поднимать баскетбол в Чеченской Республике. Почему? Чтобы развеять эти сомнения у всех остальных. Не, ну это, конечно, как говорится, шутка. Ну, во-первых, это цели и задачи, которые поставило руководство, амбициозные, и это выход дальше в Суперлигу 1, это самое одно из важнейших. Ну и плюс те условия, которые создает руководство и клуб, и город для команды, очень все великолепно. Единственное, что сейчас вот эта проблема с залом, но это, как говорится, форс-мажор, от которого даже, я думаю, что никто не мог даже подумать об этом, как говорится. До этого было все у нас очень хорошо в тренировочном процессе. Ребята обживались в городе, узнавали все о городе, и все шло своим, как говорится, все шло по плану. Немножко сейчас мы внесли коррекцию, приходится ехать в Ингушетию тренироваться, но никто не говорил, что будет легко. Но это При временные этом- проблемы. Да, я надеюсь, что... База это как- будет восстановлена, это 100%. Это да. Это понятно. Чуть-чуть О, времени, над вами но- никто так не тяготеет, надзоров над вами нет, да? Так, нормально. Во время в каком- тренировок, игр, Нет, никто за ну, вами не стоит. А если ты сам не будешь над собой стоять, то я думаю, что это все... Палка не заставишь, как говорится. Ребята приехали с одной целью, и они подбирают, почему мы и подобрали коллектив. С первого дня говорится только об одном – это победа. И все нацелены, все готовы терпеть. Да, тяжело ездить в другую республику, тренироваться вечером, занимает много времени, но все ребята с пониманием к этому относятся. Это их работа, они профессионалы, и мы приехали сюда выполнять цели и задачи, поставленные клубом. Понятно, это чтобы наши некоторые, ах, какие друзья, услышали, да, что все нормально, а то, ладно. Артур, можно сказать, что баскетбольный мир России почувствовал, что «Динамо» Грозно идет? Но вы знаете, В этот первый год. да, в баскетбольном мире России, в профессиональных лигах последние годы мало что нового происходит. Ну и все-таки. Да, и, допустим, баскетбольный клуб «Динамо» еще и из Грозного региона, так скажем, не самого баскетбольного в нашей стране, пройдя одну лигу, вышел в другую лигу, ставит задачу выйти в предтоповую лигу, конечно, это вызывает интерес. К нам обращаются, с нами многие связываются, там... И какой у них первый вопрос? У них первый вопрос. Нет, дело в том, что, знаете, это же баскетбольный мир, он достаточно тесен. И игроки, они же общаются между собой. И у нас в прошлом году был такой очень географически многонациональный состав, если по регионам брать. Команду представляли игроки, наверное, из 8-9 городов нашей страны. Вот, соответственно, они общаются, они видят отношение к ним в клубе, они
видят то, что клуб выполняет все взятые на себя обязательства и доказывает делами, что он нацелен на более высокие результаты, соответственно, это вызывает интерес. Чем серьезнее, профессиональнее ты подходишь в своем деле, тем больше интереса и уважения это вызывает у, так скажем, в данной ситуации у баскетбольной общественности и вот у баскетбольной братьи всей, в том числе и Российской Федерации баскетбола. Но нас приняли вы? Да, нас Принял баскетбольный мир страны? Да, нас приняли, естественно. Вот, к нам относятся сейчас уже не как к мальчикам для битья. Если в прошлом сезоне все думали, ну, как-то это так вот, игрушка. В этом сезоне, с учетом целей и задач, которые поставлены, я думаю, к нам отношение стало более серьезным. А это уже выказывается таким образом, когда уже более топовые игроки начинают выходить через определенных там агентов на связи и предлагать свои услуги. Вот. То есть, как я вам сказал, у нас 2 игрока Суперлиги, причем один из них чемпион Суперлиги, один мастер спорта по баскетболу. Они, ну, в принципе, пошли, как говорится, под задачи и под тренера. Но выходят еще люди, которые, как бы, именно зная о деятельности и задачах непосредственно самого клуба, тоже выходят. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный и очень актуальный разговор. Приятно было работать с вами в эфире. И моих 2 последних вопроса. Первый вопрос, заключительный. Вы меня опять же простите, вам не кажется, что работа пиара в отношении нашей команды, ну, она не очень-то сильная, это, ну, слабенькая такая? Может, нужно было увеличить обороты пиара, рекламы, знакомства команды со зрителями, с болельщиками, со средствами массовой информации? Я, да, наверное, отвечу на этот вопрос. Вы профессиональный работник средств массовой информации, заслуженный работник. Я знаю, смотрю ваши передачи всегда. Спасибо. Да, по телевизору. Вы как профессионал своего дела. И да, безусловно, это нужно делать, но сначала мы накопили определенный багаж, определенную историю, чтобы нам, как говорится, было что пиарить, чтобы пиариться не на пустом месте. Тоже со своим планом. Да. Со своим планом развития. Да. Все, вопрос снимается. Договорились. Я чуть-чуть добавлю. Договорились. Самое Прошу. главное, что здесь, почему вы спрашиваете, почему я пришел, что здесь чувствуется, что это не на год и не на 2 команда. И поэтому здесь есть будущее развитие. Как и пиар, как вы говорите, и зрители, и сам баскетбол. Все здесь в стадии развития, которое мы, я думаю, через год, через 2 увидим, к чему приведет это развитие. И вам это нравится? Конечно. Ну а кому Это нравится хорошо. стоять на месте? Надо Это развиваться. Это хорошо. И последний наш вопрос. Как с материально-техническим обеспечением и оснащением клуба, команды, игроков есть в чем-либо нужда? Нет. Вопрос к обоим. Нет, ну, наверное, этот вопрос больше ко мне, как к руководителю клуба. Нет. И в прошлом году его не было, и в этом году его тоже не будет. Руководство выполняет все взятые на себя обязательства перед клубом в полном объеме и своевременно. Клуб обеспечен всем необходимым инвентарем, экипировкой, питанием, медикаментами и всеми сопутствующими моментами, которые нужны для хорошей, профессиональной, стабильной работы клуба. Есть что добавить, Денис? И причем это было сделано, как мы договаривались, с первого дня. Да, немножко это вот сейчас у нас форс-мажор с этим залом, но он и то уже решен, как говорится. И дальше, я думаю, что мы вернемся в этот зал. Буквально пройдет там месяц-два максимум, я надеюсь. Но работа поэтому идет, и мы каждый день общаемся. И то есть она не стоит на месте, люди работают, чтобы решить эту задачу. Команда баскетбольная «Динамо» Грозный у нас есть. И мы идем за титулом чемпиона. Это так? Да. Я прав? Ну, это так. Спасибо. Спасибо, спасибо. что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Спасибо, Удачи. что пригласили. Мы вас поддерживаем и будем болеть за вас. Спасибо. В любом случае. Спасибо.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И генеральный директор баскетбольного клуба «Динамо Грозный» Артур Обзоров. И главный тренер баскетбольного клуба «Динамо Грозный» Денис Кузьминов. У нас есть своя баскетбольная команда. И это радует. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.